Приветствую всех зрителей телеканала Якутия-24. С вами Марфирина Алексеева в программе News on Air. Сегодня в выпуске новости о туризме, молодежном фестивале, а также о приближающихся праздниках. Давайте приступим. Позабытое всеми до недавних времен старейшее ямщицкое село Еланка возрождается сегодня как центр туризма не только Хангаласского района, но и всей республики. Еланка известна благодатной землей и красивейшей природой. Здесь сохранены атрибуты прошлого, предметы старины, а потомки государственных ямщиков чтут традиции ямщицкой культуры и быта. У села Еланка две визитные карточки, делающие его узнаваемым. Это этнографический комплекс «Ямщицкое подворье» и часовня, установленная в 2003 году на самом живописном косогоре села. Для местных жителей это место почитания предков, а еще здесь открывается красивейший вид на реку. Еланка идет от рода Соколовых и изначально располагалась под горой, но из-за постоянного затопления деревню перенесли наверх. Для этого жители, приленские ямщики, проделали огромный труд. Вручную вырубали еловый лес и самостоятельно пробивали дорогу. До 1960 года Еланка очень хорошо развивалась, но после укрупнения колхозов, Хрущевского указа, получается, подарок октября, колхоз объединили с Улахананским. В результате здесь закрыли все административные учреждения, школу закрыли, и была достаточно большая трагедия в деревне, потому что пришлось всем переезжать в Улаханан либо в Буганихтах. И с этого момента, фактически, 70-х годов у нас деревня стала заброшенная. Но в 90-х годах уже начали ямщики возвращаться, потомки. Один из основных символов ямщиков – верстовой столб. Такой столб устанавливался у каждого ямщицкого подворья и указывал, сколько верст осталось до города Якутска. Был организован 1723 ямщицкий тракт, и каждая станция стояла на протяжении 30 километрах. Как Еланка станция, она образовалась в 1830 году на основании указа императора. Да? И то, чтобы добиться открытия нашей станции, это понадобилось около 50 лет. Почти точная копия настоящей почтовой станции времен Иркутско-Якутского тракта. Этнографический комплекс «Ямщицкое подворье», основано в 2005 году. В подворье имеется дом-музей, стойло, склад с вещами ямщиков и кузница с предметами. Экспонаты собраны и переданы в подворье жителями безвозмездно. В настоящее время в музее собрана уникальная коллекция, рассказывающая о быте и жизни приленских ямщиков. Здесь мы собрали основные объекты ямщицкой культуры. Это, допустим, ямщицкие кошева, на которых, получается, ямщики перевозили почту и, получается, ссыльных и чиновников. Также у нас здесь сохранен один из самых важных артефактов. Это ямщицкий верстовой столб, который стоял внизу возле первой ямщицкой станции. Сеть, которая сплетена из конского волоса. То есть эту сеть фактически каждую ночь старики сидели и плели руками. И такие сети, они не во всех музеях даже остались. Печка — это вообще основа всей, наверное, ямщицкой культуры и русской культуры. Печка и готовила, она и грела, на ней лежали и спали, и печка и кормила. Допустим, все, наверное, видели, как достается русская каша. Такой весомый вклад в дело возрождения и сохранения исторического и духовного наследия по сей день вносят потомки приленских ямщиков. Уроженцы и жители села Еланка по личной инициативе и своими силами смогли сохранить уникальную культуру своих предков. В Санкт-Петербурге прошел третий молодежный фестиваль культуры Якутии, посвященный 25-летию общественной организации молодежи «Сайды». В рамках фестиваля якутяне показали концерт, провели мастер-классы и дружеские соревнования по масс-рестлингу, тутум-эрги, якутской вертушки и настольным играм, организовали выставку национальных музыкальных инструментов и представили коренных народов Якутии. Также участники фестиваля смогли проверить свои знания в киновикторине. В концерте приняли участие студенческие танцевальные ансамбли, солист якутской музыкальной группы ИТБ Влад Слепцов, иллюзионист Джелустан Павлов и начинающие исполнители. Культурная часть программы фестиваля завершилась якутским танцем «Осохой». Очень рад, что попал на это мероприятие. Я узнал много нового о Якутии, о национальных играх, увидел костюмы. Мне все очень понравилось. Мы проводим данный фестиваль уже в третий раз. Это ежегодный фестиваль «Коннект ИКТ. Культуры Якутии» в Санкт-Петербурге. Данный фестиваль проводится с целью популяризации якутской
культуры, сохранения и передачи традиций народа США, сохранения нашего языка. Для нас очень важно проводить подобные социально значимые проекты. И мы надеемся, что в будущем мы также будем их проводить на таком же высоком уровне. Сервис в индустрии гостеприимства и туризма. Семинар с таким названием завершился в Горном Улусе. Напомним, район в сентябре прошлого года заключил соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией гостеприимства Якутии. Подробнее в сюжете. В ходе данного сотрудничества ассоциация взяла на себя обязательства по разработке дорожной карты и составлению плана его реализации в Горном районе. В настоящее время представители ассоциации оказывают помощь предпринимателям в виде информационно-консультационной поддержки и аудита туристических объектов. У нас лично сложилось впечатление, что здесь много есть что показать. Наша цель – показать самим же жителям, тем, кто занимается в этой индустрии, что их уникальность, их туристический потенциал научить рассказывать о своих объектах и, конечно же, улучшать сервис. На днях для местных предпринимателей и самозанятых прошел семинар на тему «Сервис в индустрии гостеприимства и туризма». Участники вместе со спикерами смогли проанализировать текущую экономическую ситуацию в районе, определить целевую аудиторию и наметить примерный план действий по разработке дорожной карты. Системе туризма, так как мы производим сувенирную продукцию и организовываем мероприятия, то есть событийный туризм тоже к нам близок. Поэтому этот семинар для нас очень, конечно, важен, полезен. Узнали много интересного. В дальнейшем намечены планы работ по подготовке кадров, улучшению инфраструктуры туристических баз, гостиниц и предприятий общественного питания. Адлена Тастырова, Ида Наговицына, Иван Слепцов, Горный, Бердигистях. Всероссийская молодежная патриотическая акция «Свеча Победы», посвященная 78-летию Великой Победы, пройдет в столице региона 7 мая. Участники патриотической акции почтут минутой молчания память павших героев и выложат свечами слово «Помним». В этом году акция пройдет около Триумфальной арки на площади Победы в 20:00. Сбор участников начнется в 19:00. Еще одна дата в календаре. В предстоящее воскресенье 7 мая в России отметят День радио. Считается, что в Якутии местное радио заговорило в 1930 году, однако первые радиостанции появились гораздо раньше. Одна из них в городе Тамоте. О первых сподвижниках появления радио в Якутии расскажем в следующем материале. В далеком 1925 году одну из первых радиостанций в Якутии решено было построить в Тамоте. В сентябре отряд экспедиции под руководством Ивана Папанина, это потом он станет известным исследователем Арктики, отправился из Москвы в далекую Якутию. Почему именно здесь было принято правительством Якутии построить эту первую радиостанцию? Началась добыча золота. Был организован трест «Алдан-золото». Все здания и руководство было именно здесь у нас в Тамоте. Для молодого руководителя экспедиции Ивана Папанина и инженера-радиотехника Петра Острякова возведение в далекой глухой тайге радиостанции стало вызовом и прежде всего самим себе. Ведь предстояло доставить за 1000 километров и наладить оборудование, построить котельную, а для этого еще найти и привезти огромный котел. С помощью Амосова Максима Кировича, этот котел нашли в Новониколаевске, ныне Новосибирск. И этот котел был доставлен по линии до Якутска, а дальше эту махину нужно было доставить до Тамота. И помог непосредственно, вновь здесь пришел на помощь Амосов Максим Кирович. Котел был доставлен, котельная заработала, и как раз теперь уже непосредственно приехал и Петр Алексеевич Остряков. Осенью 1926 года радиостанция и передающая радиосигнал мачта были построены. Правда, доподлинно, где же располагалась эта радиомачта, сегодня не помнят даже старожилы Тамота. Но есть официальные документы, основываясь на которых можно предположить, что эта мачта располагалась вот примерно здесь, в устье реки Укуланки.
Тогда, понимая важность промышленного освоения Алданского округа и оперативной связи с центром, был заключен договор между молодой Якутской республикой и руководством страны. Долгое время само здание радиостанции находилось в одном из первых домов в Тамоте на переулке Связи, откуда велось вещание местного радио вплоть до его закрытия в 90-е годы. В этом доме именно, значит, глубокий был подвал, где находилось все оборудование, двигатели вот эти, которые, значит, а в самом здании непосредственно оборудование по радиофикации и радиовещанию. Сегодня уже никто не помнит, куда потом вывезли все оборудование, и сейчас в этом здании находятся жилые квартиры. И вряд ли его жители наслышаны о славной истории появления радио в Якутии. Однако, несмотря на многолетний перерыв, радио в Тамоте совсем недавно возродилось, хотя и в несколько ином формате. Местное интернет-радио «Магистраль» начало свое вещание в декабре прошлого года. Когда я учился в школе, был творческая информационно-производственная корпорация РЛ, где я, в принципе, пристрастился к эфиру. И сейчас, когда ничего у нас здесь местного, никакого средства массовой информации нет, оно необходимо, чтобы у людей было единое информационно-развлекательное поле. Возрожденное радио полюбилось тамотцам, и сегодня его слушают люди разных возрастов. В эфире Тамотского радио, как и на любой другой радиостанции, новости, музыка, развлекательные, познавательные программы, реклама. В эфире мы всегда говорим: дорогие друзья, здравствуйте, в эфире радиостанция «Магистраль». Нам по пути. И чтобы попутчиков было еще больше, создатели планируют в будущем получить лицензию и вещать уже на радиоволнах, продолжая дело самых первых его зачинателей. Туяра Филиппова, Семен Семенов, Тамот, Алданский район. На этом я с вами прощаюсь. Всем отличных выходных и с Днем Великой Победы. Мы с вами встретимся уже после праздничных дней. До новых встреч в эфире.